Салам алейкум, хурметтүү улдаштар. Качна Тханыконзо 13 заседание собрания депутатов муниципального района Шамастальский район 7-го созыва. Заседание Тханыконзо сейчас Ханыконзо кворум. Авазаны 35 депутатов кворум авазы. Хихти фикерарова депутат рус. Ачухар, да, лобда депутат Рыгвасеску. 13-е заседание собрания депутатов начинает свою работу. В работе заседания собрания депутатов принимает участие депутат Народного собрания Республики Дагестан Ярлиев Имам Замадинович, временно исполняющий обязанности главы муниципального района Шамастальский район Орудий Влас Абединович, члены конкурсной комиссии по проведению конкурса по подбору кандидатур на должность главы муниципального района Шамастальский район, начальник отдела управления главы Республики Дагестан по внутренней политике и местному самоуправлению Мамаев Адам Мурадович, консультант управления главы Республики Дагестан по внутренней политике и местному самоуправлению Нефтелиев Рустам Маилович, заместитель председателя собрания депутатов муниципального района Шамастальский район Аскеров Максим Моюдинович, председатель общественной палаты муниципального района Миланов Алимет Алиметович, руководитель аппарата собрания депутатов муниципального района Тарланов Милан Сулейманович, руководители федеральных и республиканских органов района, заместители главы администрации муниципального района, главы сельских поселений, руководитель отделов администрации и муниципальных учреждений, связанных с обсуждаемыми вопросами. Уважаемые депутаты, на ваше рассмотрение предлагается следующий проект повестки дня сегодняшнего заседания. Первое. Об избрании главы муниципального района Шамастальский район. Второе. Об освобождении от времени исполнения обязанностей главы муниципального района Шамастальский район Орудия Влас Абединовича. Третье. О проекте решения о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Шамастальский район. И четвертый вопрос о внесении изменений в решение собрания депутатов от 27 декабря 2021 года номером 89 о бюджете муниципального района Шамастальский район на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов. Какие будут депутатов предложения изменений и дополнений? Если других изменений и дополнений нету, кто за утверждение повестки дня депутатов, прошу голосовать. За, против, воздержавшихся нет. Утверждайте повестку дня. Приступаем к обсуждению повестки дня. Первый вопрос у нас об избрании главы муниципального района Шамастальский район. Уважаемые депутаты, уважаемые участники заседания, в соответствии с частью 2 статьи 28 Устава муниципального района и порядком избрания главы муниципального района Шамастальский район, утвержденного решением собрания депутатов муниципального района номер 57 от 30 сентября 2021 года, глава муниципального района избирается собранием депутатов муниципального района и числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией, открытым голосованием. Сегодня в первой половине дня состоялось итоговое заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность главы муниципального района Шамастальский район. Слово для информации об итогах заседания конкурсной комиссии предоставляется председателю конкурсной комиссии Мамаеву Адаму Мурадовичу. Пожалуйста. Уважаемые депутаты, приглашенные, здравствуйте всем. Сегодня комиссия провела конкурс по отбору кандидатур. 3 кандидата представили свои документы, 1 кандидат свои кандидатуру снял. Осталось 2 кандидатов. Оба прошли индивидуальное собеседование. По итогам набрали максимальное количество голосов и были допущены на рассмотрение собрания депутатов. Это Тимирханов Саид Мусинович и Асланов Джабраил Гамирзович. Желаем успехов любому избранному кандидату. Пусть работает на благо района. Уважаемые депутаты, прежде чем приступить к обсуждению кандидатур на должность главы муниципального района Шамастальский район, для подсчета голосов нам необходимо избрать счетную комиссию в составе 3 депутатов. Прошу внести предложение. Если других предложений не будет, я хочу предложить в состав счетной комиссии таких
членов комиссии Аликберова Элмурада Джавидиновича, Гаджимирзоева Назидина Гаджимирзоевича и Амирбекова Магомеда Рамазановича. Какие будут предложения у депутатов? Кто за данное предложение? Если других предложений нету, прошу депутатов голосовать. Против, воздержавшихся нету. Приступаем к обсуждению кандидатуры на должность главы муниципального района Сульманстальский район. Слово для выступлений и голосования по кандидатурам осуществляется в порядке очереди согласно списка, представленных конкурсной комиссией. В списке кандидатур первым является кандидатура Тимирханова Саида Мусиновича, а вторым кандидатура Асланова Джабраила Гамирзовича. Поэтому слово для выступления предоставляется кандидату на должность главы муниципального района Тимирханову Саиду Мусиновичу. Пожалуйста, Саид Мусинович. Уважаемый Имам Азудинович, уважаемый Штибек Гаджимович, уважаемый Лас Абдинович, уважаемые депутаты, члены конкурсной комиссии, присутствующие, приглашенные. Считаю, что возможность избрания меня на пост главы муниципального района – это в первую очередь огромная ответственность для меня, как перед жителями Сульманстальского района, так и перед руководством республики. Вы знаете, что я последние годы являюсь заместителем главы администрации Сульманстальского района. Я считаю, что администрация муниципального района за последние годы под руководством Наримана Шамсудиновича Абдулмуталипова удалось достичь серьезных успехов в социально-экономическом развитии района и улучшении жизни нашего населения. Не буду останавливаться детально на тех проектах, которые реализованы в районе, на тех достижениях, которые у нас есть, на тех объектах, которые построены и строятся в настоящее время. В целом хочу сказать, что объективным показателем того, что в предыдущие годы в муниципальном районе достигнуты успехи, является то, что практически по всем значимым ключевым показателям социально-экономического развития в настоящее время Сулейман-Стальский район находится в числе ведущих, лидирующих районов республики. В случае избрания меня на этот пост, считаю, что основной моей задачей будет сохранение тех достижений, которые мы имеем, того взаимодействия между администрацией района, населением, инвесторами, общественностью, которую мы наладили за эти годы, а также дальнейшее развитие муниципального района и улучшение благополучия населения района. Если говорить о том, как мы будем этого достигать, тоже коротко хотел бы остановиться. Вы знаете, что по поручению главы Республики Дагестан Сергея Алимовича Меликова сейчас разработана программа отдельная социально-экономического развития района, в которой предусмотрены многие вопросы, связанные с жизнью нашего населения. Это вопросы строительства социальных объектов, инженерных, коммунальных объектов, вопросы водоснабжения, газификации. Считаю, что если мы будем в соответствии с этой программой реализовывать мероприятия, то в ближайшие годы достигнем успеха и увеличим благосостояние нашего народа. В целом вижу, что нам необходимо продолжить работу как над увеличением доходов бюджетов наших поселений, так и увеличение доходов населения района, работать над привлечением инвестиций, потому что инвестиции – это и дополнительные доходы, и создание новых рабочих мест, решение вопросов занятости нашего населения. Уважаемые депутаты, в случае моего избрания на этот пост обязуюсь в дальнейшем работать в тесном взаимодействии с депутатским корпусом, с общественностью, с инвесторами. Цель у нас одна – улучшение жизни нашего населения, увеличение благосостояния нашего народа. Спасибо. Спасибо, Саид Мусинович. Какие вопросы будут у депутатов? Если вопросов нету, Саид Мусинович, прошу. Слово для выступления предоставляется следующему кандидату на должность главы муниципального района Сулейман-Стальский район Аслану Джабраилу Гамирзовичу. Пожалуйста, Джабраил Гамирзович. Уважаемый Иман Азудинович, уважаемый Штибек Гаджимович, уважаемый Лас Абдинович, уважаемые депутаты, члены конкурсной комиссии, приглашенные. Сегодня знаменательная дата в истории нашего района. Депутатам предстоит избрать главу района. И действительно эта должность требует особого подхода, особых усилий. И
за предыдущие годы район достиг больших успехов, вышел в лидеры в Дагестане. И действительно это заслуга всей команды во главе с Нариманом Шамсудиновичем, который действительно внес огромный вклад в развитие нашего района. И в этой команде свою весомую лепту внес кандидат на должность главы района Саид Мусинович Тимирханов. Мы знаем его в течение 8 лет, с 2014 года работает в аппарате администрации. В 2018 году стал победителем конкурса «Мой Дагестан». И действительно в составе вот этой команды, которая участвовала в этом конкурсе, еще 2 наших кандидата от нашего района стали финалистами и участниками некоторых этапов. Я считаю, что Саид Мусинович способен продолжить тот темп, который начал Имам Завидович, продолжил Нариман Шамсудинович и достичь еще больших, еще лучших успехов в дальнейшем развитии нашего района. Знаком с социально-экономическим развитием района и имеет достаточный опыт для того, чтобы добиться успехов. Я уступаю свою кандидатуру в пользу Саида Мусиновича. Желаю ему на этой должности больших успехов и добиться самого большого, чтобы в семье благополучие было, в районе благополучие было и у нашего народа, Дагестана, в целом России, всегда, чтобы был мир, спокойствие и достойное развитие. Спасибо. Спасибо, Егор Организович. Вопросы есть у депутатов? Если нету, стоите, пожалуйста. Кто желает выступить? Пожалуйста. Шайдар Ахмедуллах Селимович, депутат от Алкадарского сельского поселения. Уважаемый президент, уважаемые депутаты, уважаемые приглашенные. Сегодняшний вопрос, сегодняшней сессии самый главный вопрос – это избрание главы муниципального района Слемонстатский район. И по этому вопросу хотелось бы остановиться и высказать коротко свое мнение. Конечно, выдвинутые кандидатуры на пост главы муниципального района действительно заслуживают внимания. Они все ответственные, достойные люди. Но среди этих достойных людей нам надо выбрать наиболее лучшего, ответственного. Считаю, что таким кандидатом на пост главы Слемонстатского района является Саид Мусинович Тимирханов. Я поэтому призываю всех депутатов поддержать эту кандидатуру. Надеюсь, что он оправдает наши, и уверен, что оправдает все наши ожидания, улучшит благосостояние всех жителей района, продолжит движение вперед. Удачи всем нам. Удачи главе. Здоровья всем. Спасибо. Спасибо, Михаил Ильич. Так, еще кто желает выступить? Пожалуйста, вот. Казахмедов Асамуддин Алиевич, глава сельского поселения, сельсовет Новомакринский. Уважаемый Имам Замдинович, уважаемый Штабек Измирович, Власов Бетинович, уважаемые депутаты, приглашенные коллеги, действительно, сегодня значимый день в нашем районе. Сегодня выбираем главу муниципального района Слемонстатский район. На обозрение сегодня 2 кандидатуры, конечно, оба достойные кандидатуры, и Джибраил Агамризоевич, и Саид Мусинович. В тесном контексте на последние 10-15 мы работаем с обеими. Но я хочу высказать о кандидатуре Саида Мусиновича. Действительно, за последние 10 лет район добился значительных успехов. Это непосредственно курирующий заместитель главы нашего района Саид Мусинович внес очень большую лепту в это дело. Это актуализация налогооблагаемой базы района, это поступление налоговых и неналоговых доходов в бюджеты, консолидируемый бюджет и в района, и в местные бюджеты, и республиканский бюджет. Я не ошибусь, если и выскажу, что за последние 10 лет каждый год пополнение бюджета
неналоговым и налоговым доходом всегда превысили за 100%. Можно сказать, когда был 105, 10% по всем видам налогов. Это ощутимо было, и наш район за последние годы оказались в призовых первых местах в конкурсе среди районов республики. Конечно, Саид Мусинович и профессионал, если он профессионал не был, таких результатов не было достигнуто было. Я тоже поддерживаю, прошу депутатов поддержать кандидатуру Саида Мусиновича на должность главы муниципального района. Кто еще желает выступить? Слово предоставляется депутату Народного собрания Республики Дагестан Галиеву Мухаммедовичу. Уважаемые депутаты, уважаемый Шлевель Джумамевич, Власий Сабединович, дорогие друзья, сегодня очень важный день в истории нашего района, потому что избрание главы, нового главы района – это историческое событие, потому что не каждый день мы выбираем новую главу, начинается новый этап жизни, люди работают. В данном случае, наверное, Шамсудинович долгие годы работал и очень ответственно работал. Под его руководством была создана очень слаженная и мощная команда единомышленников, профессионалов, которые знают свое дело, умеют организовать работу, добиться результата. Все это вместе взятых, конечно же, сделало возможным, чтобы в Сулейман-Статском районе, о Сулейман-Статском районе стали говорить на всех уровнях Республики Дагестан в самом позитивном смысле. Есть предложение еще раз поблагодарить Наримана Шамсудиновича за долголетную и очень добросовестную работу главой Сулейман-Статского района, пожелать ему успехов на новом месте, на новой должности заместителя председателя правительства. Конечно, это большое доверие, которое сделано руководством республики Сергеем Ильичем Мельниковым, когда за достигнутые результаты Нариман Шамсудинович был предложен на один из важнейших государственных должностей Республики Дагестан, приглашен в руководство Республики Дагестан правительства. Долгие годы вместе с ним работал наш Саид Мусинович, очень добросовестно, очень ответственно, очень профессионально, скромно, достойно. Ни один житель Сулейман-Статского района не может сказать, что Саид Мусинович в каком-то вопросе проявил себя как-то, чтобы можно было какой-то вопрос задавать им. Такого не было, я не слышал. И, видимо, нет. Более того, уверен, что нет. Саид Мусинович профессионал большой, знаток своего дела, умеет работать в команде, сам может создавать команду, мы в этом уверены. Продолжит самые лучшие традиции работы администрации Сулейман-Статского района. Я тоже долгие годы знаю Саида Мусиновича, знал его отца, знаю его семью. Это очень порядочный, очень достойный, очень благородный люди. И я уверен, что начатая работа последние 15 лет в Сулейман-Статском районе пошла такая традиция созидания, совместной работы. Во главу угла, когда всегда ставятся интересы наших людей. Вот эта созидательная работа будет продолжена, если депутаты окажут ему такое доверие, депутаты собрания Сулейман-Статского района. Эта работа будет продолжена, в этом абсолютно не сомневаюсь. Конечно, у нас в районе есть много еще проблем. Не все удается. Остаются нерешенными многие вопросы. Сегодняшняя государственная структура принятия, организации принятия решений, они очень усложнились. Чтобы
защитить интересы населения Сулейман-Астарского района, нужно очень компетентно и очень основательно поработать. Я думаю, вот, сложившаяся команда, новых людей, если Саид Мусинович кого-то пригласит в свою команду, все они вместе будут решать и оставшиеся проблемы, потому что жизнь без проблем не бывает, не бывала и не будет никогда. Поэтому я очень рад за то, что наш Сулейман-Астарский район очень динамично и спокойно развивается. Здесь нету склоков, здесь нету вот разнобоя, здесь нету подсиживания друг друга, жалоб, там, каких-то анонимных и других, которые создают негативную атмосферу. Вот эта позитивная атмосфера, которая создана, это атмосфера солидарной ответственности, это атмосфера, направленная на созидание и умножение богатств нашего района. Это атмосфера полного использования всех колоссальных возможностей, которыми обладает Всевышний дал Сулейман-Астарскому району. Эта атмосфера, я уверен, будет продолжена. Я прошу депутатов собрания Сулейман-Астарского района поддержать кандидатуру Саида Мусиновича Тимирханова как наиболее подготовленного, наиболее достойного и наиболее отвечающего требованиям, которые предъявляет сегодняшняя жизнь и сегодняшняя обстановка. Уверен, что он оправдает доверие и жителей Сулейман-Астарского района, депутатов собрания, руководства республики, Сергея Леонидовича Меликова, который сделал тоже свой выбор в отношении руководства Сулейман-Астарского района. И желаю успеха и благополучия нашему замечательному Сулейман-Астарскому району. Кюриалат хура, Аллаха велик хура, Дюня ислях хура, Чувери махлук хура, Чайолис ислях, Ксан гелечек хура. Сарак. Приступаем к процедуре голосования кандидатур на должность главы муниципального района Сулейман-Астарский район. В соответствии с порядком избрания главы муниципального района Сулейман-Астарский район, избранным считается кандидат, набравший более половины голосов от установленного числа депутатов районного собрания. Так как кандидат на должность главы муниципального района Асланов Джабрила Гамижо снял свою кандидатуру, нам необходимо голосовать за кандидатуру Тимирханова Саида Мусиновича. Поэтому, кто за кандидатуру Тимирхана Саида Мусиновича избирает на должность главы муниципального района Сулейман-Астарский район, депутатов прошу голосовать. Против, воздержавшихся. Я хочу, что счетная комиссия в этом плане поработала. Пожалуйста, вот. За посчитайте сколько, против, и счетная комиссия поработайте, пожалуйста. Счетная комиссия работает? Да, если против нет, это не властно. Но если нету, есть процедура, тогда слово предоставляется председателю счетной комиссии Мирбекову Магомеду Рамазановичу, пожалуйста. Путем открытого голосования за кандидатуру Тимирханова Саида Мусиновича присутствующими 28 депутатами единогласно отдано свои голоса за Тимирханова Саида Мусиновича. Против нет. Из 35 депутатов 28 человек за Саида Мусиновича Тимирханова. Поздравляю. Нам необходимо, уважаемые депутаты, утвердить протокол счетной комиссии и принять решение собрания. Решение собрания будет так. Вот. Протокол у нас есть, и решение собрания гласит вот так, я буду читать его. В соответствии с пунктом 1 и 5 части 2 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года номером 131 ФЗ об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, части 1 статьи 5 Закона Республики Дагестан от 8 декабря 2015 года номером 117 о некоторых вопросах организации местного самоуправления Республики Дагестан,
статьей 28 Устава муниципального района порядком избрания главы муниципального района Сулейман-Астальский район, утвержденного решением собрания депутатов муниципального района 30 сентября 2021 года номером 57, и на основании протокола счетной комиссии собрание депутатов решает избрать главой муниципального района Сулейман-Астальский район Темирханова Саида Мусиновича сроком на 5 лет. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию в газете «Крымские известия» и размещению на официальном сайте муниципального района. Прошу за это решение депутатов голосовать. Против, воздержавшихся нету. Поэтому, Саид Мусинович, мы вас поздравляем и от имени депутатов муниципального района, от депутатов сельских поселений, администрации муниципального района и сельских поселений, и от себя лично поздравляю вас с избранием на высокую должность главы муниципального района. И пусть процветает наш район под вашим руководством. Поздравляю вас. Так, Саид Мусинович, я прошу вас, президиум, вы глава муниципального района. Саид Мусинович, прошу и поздравляю. Продолжим наше заседание собрания. Второй вопрос у нас об освобождении от временного исполнения обязанностей главы муниципального района Сулейман-Астальский район Оруджева Лаца Бединовича. Лац Бединович за этот период, когда исполнял, выполнил все свои поставленные задачи, и мы не чувствовали так что трудностей, потому что всю ответственность взял на себя, принимал решения, и поступки были в соответствии с теми задачами, которые стояли перед муниципальным образованием. Поэтому согласно как положено, когда избирает главу муниципального района, нужно нам решением собрания освободить Лаца Бединовича от этой должности. Поэтому вносится такое решение. В связи с вступлением в должность вновь избранного главы муниципального района Сулейман-Астальский район собрание депутатов решает освободить от временного исполнения обязанностей главы муниципального района Сулейман-Астальский район Оруджева Лаца Бединовича, первый заместитель главы администрации муниципального района Сулейман-Астальский район с 8 июня 2022 года. Считать утратившим силу пункт 2 решения собрания депутатов муниципального района Сулейман-Астальский район от 26 апреля 2022 года номером 112 об отставке главы муниципального района Сулейман-Астальский район. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания. Прошу депутатов за это решение проголосовать. Против, воздержавшихся нету. Решение принимается. Следующий вопрос у нас в повестке дня о проекте решения о внесении изменений и дополнений в устав муниципального образования Сулейман-Астальский район. Слово по этому вопросу в повестке дня предоставляется управляющим делами администрации муниципального района Абдулазизову Рамазану Абдуловичу. Пожалуйста, Рамазан Абдулович. Уважаемый президент, уважаемые депутаты, участники заседания. Сегодня только что депутаты приняли такое важное историческое решение. Мне тоже хочется поздравить Саида Мусиновича от имени работников аппарата администрации, от себя, пожелать ему здоровья и успехов. Действительно, Саид Мусинович достойный человек, потому что иногда слухи и сообщения к нам приходят с улицы тоже. Эти дни народ очень политизированный сегодня, многие интересовались, просто и многие знали. Я не встречал ни одного человека, который не одобрял эту кандидатуру. Действительно достойный человек. Некоторые демагоги, демократы нашей страны привели к сегодняшнему положению, когда братские народы воюют. Эта процедура сегодня то, что провели. Некоторые говорят, это демократические, там всеобщие, сами демократические, потому что мы избрали достойного человека. Никто не сможет сегодня говорить, как имам говорил, адрес Саида Мусиновича, ничего плохого. Очень подготовленный, высокопрофессиональный, в человеческом плане тоже порядочный человек. И я думаю, что когда имам Замдинович, как депутат Народного собрания, Нариман Шантунович, как наш куратор, они будут
и контролирует работу Саида Насиновича, и содействует его работе. Все будет хорошо, и команда у нас пока имеется. Если какие-то изменения, Саид Насинович сам примет это решение. Мы готовы со своей стороны оказать содействие, работать, пока можем этой команде. И желаем успехов, Саид Насинович. Вот важный основной вопрос мы решили, но процедурные вопросы тоже надо решать. Без устава, конечно, без изменений, без актуализации устава невозможно актуализировать надо. Устав муниципального района в году 2-3 раза мы вносим изменения. Вот принятый ряд федеральных законов, в соответствии с которыми внесены изменения в федеральный закон, основной 131 об основных общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации. В соответствии с этим устав муниципального района на рассмотрение депутатов вносится проект решения. Проект решения у депутата имеется 6 статей, вносятся изменения, в том числе вопросы местного значения муниципального района, часть 1, часть 2, вопросы муниципального района, которые решаются муниципальным районом, которые относятся к вопросам сельского поселения. И ряд других изменений вносится. Это изменение, проект решения находится у депутатов. Публичные слушания назначены на 1 июля 2022 года. Проект решения будет опубликован в газете «Куринское известие», размещен на официальном сайте муниципального района. Я долго здесь не буду останавливаться на каждом, поэтому прошу депутатов принять проект решения, который у нас имеется. Ну, у вас, Если вопросы есть? у вас, уважаемые депутаты, решение, вот этот проект решения есть. Поэтому, если других вот замечаний нет, у нас есть возможность вот на публичных слушаниях об этом вот говорить. Поэтому просим депутатов голосовать. Против, воздержавшихся нет. Спасибо, Владимирович. И 4-й вопрос повестки дня у нас о внесении изменений в решение собрания депутатов 27 декабря 2021 года номер 89 о бюджете муниципального района Слемоставский район на 2022 год и на плавный период 2023 и 2024 годов. Слово по данному вопросу повестки дня предоставляется начальнику управления финансовой экономики муниципального района Ярахмедову Балабеку Мирзовичу. Пожалуйста, Балабек Мирзович. Уважаемый президиум, депутаты собрания, участники сессии. Я тоже, прежде чем начать свой доклад, хочу от себя, от коллектива, от руководителей всех структурных подразделений поздравить Саида Насиновича с избранием на должность главы муниципального района. Желаем вам больших успехов в работе. Действительно, как здесь было сказано, задачи и проблемы перед нами стоят еще большие. Только если взять по нашей линии, как вы знаете, сейчас в связи с финансовой ситуацией в стране зарезервировано около 9,5 миллионов. Резервный фонд создан на 3% от собственных доходов. И учитывая это, чтобы для исполнения полномочий, возложенных на местную администрацию, мы увеличили собственные доходы около 7 миллионов, чем у нас были расчетные показатели Минфина РД. И плюс ко всему ожидаем поступления сверхплановых собственных доходов около 107-108% годовых. Также у нас проблемы стоят и в образовательных организациях. Уже полгода, как Министерство образования не может принять примерные штаты, где хотят провести оптимизацию, сокращение штатов. То Министерство юстиции не одобряет, то правительство не одобряет, но тем не менее это ожидается, и с сентября нам придется тоже провести большую работу по оптимизации численности. Но тем не менее эти задачи все решаемые, мы их решим, обеспечим. Так что больших успехов желаем вам, Саид Насинович. Теперь, уважаемые депутаты, предлагаем на ваше рассмотрение изменения, выносимые в бюджет муниципального района на 2022 год и плановый период 2023-2024 году. Производимые изменения, они связаны с дополнительно поступающими и поступающими в бюджет муниципального района межбюджетных трансфертов. Они дополнительно предусматриваются бюджета согласно заключенных соглашений между администрацией муниципального района и соответствующими министерствами.
и внутренним перераспределением расходов бюджета. Дополнительным бюджетом муниципального района на 2022 год предусматриваются следующие финансовые средства. Субсидии на формирование современной городской среды в сумме 1 046,8 тысяч рублей. Это на благоустройство сквера в селении Саидкент. Как вы знаете, что в первоначальном бюджете у нас были предусмотрены на благоустройство в 2 селах. Это сквер в селении Харистал и благоустройство сквера в селении Шагастал. Субсидии на поддержку дорожной деятельности. Увеличиваются наши предусмотренные средства на 13 261 000 рублей. Как вы знаете, в первоначальном бюджете у нас на субсидии капитальный ремонт дорог был предусмотрен 24 566 000 рублей и дополнительно предусматривается 13,2 миллиона рублей. Субсидии на реализацию проектов местных инициатив муниципального образования в общей сумме 21 069 000 рублей. Это АСП селение Даркуш-Казмаляр на капитальный ремонт улицы Карьерная, селение Даркуш-Казмаляр, АСП селение Клачавское на капитальный ремонт улицы Центральной Слимансталского, селение Кендил, АСП селение Артастал на благоустройство общественных территорий. Это пешеходная зона по улице Парковой, селение Артастал. АСП сельсовет Шхикенский на благоустройство общественных территорий. Детская площадка по улице Ленина в селении Хтун. И АСП Цуморский на благоустройство общественных территорий. Это сквер по улице Фатахова в селении Цумор. Кроме того, управление капитального строительства мы предусматриваем на капитальный ремонт зданий многофункционального центра культурного развития в селении Минхвиль. Сумма предусматриваемых субсидий здесь является 9 064 000 рублей. Общая сумма софинансирования по этой субсидии из местного бюджета составляет 2 893 000 рублей. Кроме того, надо здесь учитывать участие в реализации проекта из внебюджетных источников. Это меценатские средства на общую сумму внебюджетные средства составляет 8 091 000 рублей. Здесь необходимо контролировать и главам сельских администраций. Это договора заключаются с вами, соглашение. Чтобы вот эти меценатские средства, это, согласно соглашению, они должны зачисляться в бюджет муниципального района, а не в бюджеты сельских поселений. Поэтому при заключении соглашения необходимо учитывать этот факт, потому что если эти средства будут зачислены в бюджеты сельских поселений, то будут это неправомерные расходы. Кроме того, бюджет муниципального района включает работы по подготовке проектной документации на объекте, это прочие межбюджетные трансферты, это строительство общеобразовательной организации на 200 мест ученических в селении Нитюк. Здесь будет строиться школа, и на проектно-сметную документацию в бюджете этого года предусматривается 9 343 000 рублей. Также межбюджетные трансферты предусматриваются на пристройку интерната на 100 мест, спортивного зала, пищеблока и актового зала в МБУ Цмурская СОЖ в селении Цмур. Сумма составляет 7 501 000 рублей. Также, уважаемые депутаты, на этой сессии предлагаются внутренние изменения. Эти внутренние изменения, они перераспределены за счет экономии и предусмотренных резервных средств и направляются в связи со сложившимися ситуациями на общеобразовательные школы 1 100 000 рублей. Потом, в связи с тем, что у нас реализуется проект местных инициатив муниципального образования, субсидии на капитальный ремонт Герихановского детсада. Здесь размер субсидии может при выигрыше или же конкурсе 10 миллионов. Соответственно, мы должны заранее предусматривать софинансирование 682 000 рублей. Такие же изменения внутренние мы производим с сельскими поселениями.
вот 750 тысяч рублей на проведение работ по генпланированию Шагастала. Там не включенные объекты были, предусматривается им 750 тысяч рублей. Кроме того, за счет зарезервированных средств дорожного фонда мы перераспределяем дорожный фонд по 3 поселениям, связанные с проведением экспертизы. В прошлые годы мы экспертизу не проводили, проверяющие органы считали их неправомерными расходами, поэтому мы вынуждены теперь проводить экспертизу. И дополнительно на эти цели около 900 тысяч рублей только по 3 поселениям направляем средства. У меня все. Кстати, если есть вопросы, пожалуйста. Исторические, пожалуйста, вот, Владимир Мирзович, какие вопросы есть о внесении изменений? Есть у депутатов глав сельских поселений? Нету. Единственное, Владимир Мирзович вот там вот как-то обращался, вот сельские поселения горных районов в этом году, как никогда дожди же были, паводковые эти, вот там им надо оказать какое-то содействие по решению восстановления дорог. Если не учтено, вот, это надо всегда учитывать. А так как вот, потому что вот этот вопрос, У нас средства зарезервированы очень. да, этот вопрос. И еще вот несколько месяцев тому назад вот, и на сессии мы вот, ставили вопрос такого характера о узаконении правонастных документов на дороге, потому что дорожный фонд это в целом зависит от количества, от длины. У нас там много вот, внутренних дорог наших, а фактически учтено очень где-то процентов 40-50. Мы могли бы увеличить, мы же тогда говорили, вот, что можно увеличить дорожный фонд в разы. Этот вопрос, вот, пожалуйста, делается ли, кто этим управляет? Если делается, это хорошо. У нас 816 километров был протяженность по ранее представленным отчетам. И после уточнения это стало 876. И от имени главы обратились в Министерство транспорта. А сколько у нас есть еще возможностей? Еще есть работа в этом направлении проводится. Каждая улица, когда устанавливающие документы, вводится, есть специальная форма отчета в режиме онлайн, и эти изменения сразу учитываются при дальнейшем распределении средств субсидий на ремонт дорог. Хорошо, есть еще вопросы у депутатов? Если нету, спасибо. Нет, изменения, это же изменения надо же голосовать. Это депутатам роздано. Роздано, да. Тогда, вопросов нету, если вопросов нету, прошу депутатов это изменение вот, голосовать. Против, воздержавшихся нету. Понимаем, Владимир Владимирович? Спасибо. Уважаемые депутаты, есть сказать? Уважаемые депутаты, все вопросы повестки дня сегодняшнего заседания собрания депутатов нами рассмотрены. У кого какие замечания, предложения по ведению по нашей вот нету? Если других вопросов у депутатов нету, на этом заседании собрание депутатов завершает свою работу. Спасибо, успехов.